Ребята, всем привет! Доча, поздоровайся. Сегодня, ребят, домашняя обстановочка. Ребят, все в грусти, в печали после последних обстоятельств. Многие видели, ребята, то, что утонулся, утопил все, короче. Решаем вопросы, ребят, ничего пока не буду объявлять. Просто сейчас на самом деле идет такой период. Да, нет, в общем, короче, ребят, ничего не буду подытоживать. Пускай остается так, как есть. И на канале все спокойно, ровно. Ролики выходят, ребят, и в целом впереди классные рыбалки, не будем грустить. У нас уже домашняя новогодняя обстановочка. Мы уже готовимся к Новому году заранее, ребята. Дочь нетерпеливая. Мы уже в ноябре, в середине уже поставили елку. У нас уже такие подарки небольшие готовятся. Ну, в общем, и снег-то у нас, и зима у нас намного раньше. И сегодня, ребята, не знаю, может прям к Новому году такая посылочка. Я, ребят, честно не знаю, что там вообще, как, и тем более это от женщины. Я просто не знаю. Посылка пришла с Москвы, Серовой Нины, отчество не написано, так что не обессудьте. Такая коробка, ребят, килограмма 3 веса, наверное, в ней. И, в общем, ну, сегодня прям дома забрали ее и как бы решили прям открыть, здесь показать. Короче, любит подарки. В общем, давайте, ребят, вместе с нами откроем и посмотрим. Так как я показываю посылки, ну, это делается от души все-таки, и мне как бы очень приятно на самом деле, когда приходят посылки от людей, люди смотрят, люди как бы пишут. Очень приятно, когда приходят подарочки. Неважно, что там лежит, это просто внимание, как бы, мне очень приятно. Ну, в общем, открыли вроде как. Так, дочь, подожди. Дочь, пальчики убери. Подрежем. Ага. Сейчас, папа сам. Ага, все. Сейчас, будем посмотреть. Опа. Так. Бумага. Еще бумага. Еще бумага. Много бумаги. Ну, это как уплотнитель, я так понимаю, правильно? Так. Ну вот, наверное, пакет. Сразу видно тут, ребята, что лежат сапоги. Зимние сапоги. Минус 20 градусов. Так, какой размер? 45-й. Там что-то есть. Сапог. Второй сапог. И тут что-то есть. Вот такие сапожки от Нины. Круто. Мои как раз уже все кривые поизносились. Кстати, ребята, его никогда не сушите в избах, возле печки. Можно приехать без сапог, на самом деле. Так. Доча, смотри. Милка. Круто. Любимые шоколадки у Кирины. Сладкие подарки. Так, какая-то бумага. Что-то здесь еще. Так, здесь тоже что-то есть. Вот такой. Не знаю, то ли фонарик, то ли бритва какая-то. Какая-то вещь. Сейчас будем смотреть, разбираться. Так, ну сапожки. Сапожки классные. Сапожки это такие вещи, то что, ребят, ну у меня сапоги как бродни, что сапоги летят каждый сезон. Я вообще, у меня даже в прошлом году покупал 2 раза. Ну все понятно, ребят. Здесь нам письмо. Письмо. Значит, первый класс пошла, ну-ка давай. Прочитай первое слово, что тут написано. Но еще не может такими Еще прописными. Понятно. Ладно, сейчас я попробую прочитать. Сразу тут почерк такой интересный, не обессудьте. Здравствуйте, Андрей, Лариса и Кирочка. Все, нам, короче, все верно. Так, с огромным удовольствием. Прощения, ребята, тут звоночки. Ну, понятно, домашняя атмосфера, вечер. В общем, письмо. Сейчас прочитаем, будет все ясно, что тут, походу, написано, что тут лежит. Андрей, Лариса и Кирочка, здравствуйте. С огромным удовольствием смотрим ваш канал. Работа очень впечатляет. В целом, да, как бы, потому что монтаж это занимает тоже немало времени и как бы это как целая работа.
А работа очень впечатляет, и рыбалка. Отдых, особенно с семьей. Ну, то бишь, особенно, когда вот мы уезжаем. Многим нравится, когда уезжаем мы с семьей. В целом, кому как, что, кто-то не нравится, кому-то нравится. Спасибо. Мы с мужем решили поблагодарить вас чисто символическими подарочками. Андрей, очень надеемся, что сапоги подойдут. Ну да, сапоги в любом случае подойдут. 45 размер, это не промах. Сейчас померяем. Сейчас померяем обязательно. Классно. Так, сапоги, значит, мне. Андрей очень нравится, что сапоги подойдут. Спрашивать размер обуви некрасивые, поэтому такие. Лариса хозяюшка. Надеюсь, что мельничка пригодится в хозяйстве. Это мельница, значит, получается. Для специй, да? Ну, так и понимаю. Угу. Что, ну, мы сейчас распакуем, посмотрим. И Кирочка, а тебе сладкий приветик. Эдуард и Нина. Эдуард и Нина, все понятно. Блин, ну спасибо, Эдуард и Нина. Без отчества как-то, ну, вроде как на ты. У нас вот тоже Барбос живет, маленький котопес. Эдуард и Нина, спасибо огромное. Вообще приятно, очень приятно, конечно. Давайте мы сейчас распакуем мельницу. Потому что, походу, мельница тут Лариска вообще крутая. Упаковали, да, прям души. Ох. Так. Подобрали. Опа. Мельничка электрическая для специй. Представляешь? Мельница. Нифига себе аппарат. Смотри, какая штука. Тут, короче, получается, она электрическая. Короче, надо разбираться, Ларис, тут как что. Угу. Потому что я сейчас сам тут не пойму. Тут, ребят, смотрите, такая штука, не знаю, видели, не видели. Я лично первый раз вижу электрическую мельницу. Но в любом случае мы ее будем покажем потом, да? Ну, конечно. В походе. Вот, что-то как-то пока не кнопок, а вот это, скорее всего, кнопка. Тут надо где-то, наверное, батарейки искать. В общем, короче, если тебе разбираться будешь сама. Ну, классно. Так, тут что-то откручивается. В общем, такие подарочки, сапожки. Съемные носочки. Сапожки подойдут в любом случае. Нина и Эдуард, спасибо огромное. Не переживайте, все в дело. Как раз сапоги нужны были новые. Ну, минус 20. Такие легенькие, ну, такие выходы небольшие. У нас, в принципе, все равно морозы очень сильные, и когда много времени находишься на льду, то желательно какой-нибудь серьезный минус. То бишь у меня минус 40. Я вот беру, меня, в принципе, устраивает. Вкусные подарки, специи, мельница. Классно, спасибо огромное. Посылка прям такая, не знаю, сейчас... Душевная. Душевное, просто настроения никакого не было. Это реально, это как прошло как 2 дня, как мы сейчас тут потерпели бедствие, Титаник потонул. И прям тут какая-то радость. Что, дочь, в эти кулечки положишь? Милку в милку? Смотри, у нас же милка, он есть. На, иди, ложи. Все, покажи. Все, ребята, положим. Давай, одну сюда. Все, красота. Да, дочь? Отлично. Вот у нас уже небольшая елка, у нас уже тут немножко сортируется, даже детское шампанское уже купили, свечки у нас тут так все красиво, небольшие подарочки. Тигрульку сделала своими руками. Да, это Алиска делает сама. Символ года наступающего. В общем, круто. Ну что скажем? Вообще, спасибо большое, очень приятно на самом деле. Нравится, что смотрят не только мужики, и как бы и женщины, это очень приятно, конечно. Будем стараться показывать что-то интересное, что-то новое. Впереди зима, она только начинается, и в общем полгода зимы у нас, ребята. Сейчас пока мы пешеходы, ну я может думаю, что-то все образумится, и в общем все будет хорошо. Никогда не будем расстраиваться. Никогда не болейте, крепкого здоровья, да, дочь? Ну и скажи всем пока. А мы пойдем кушать, ужинать. Все, ребята, на связи. Пока. Спасибо еще раз.